Всем привет, друзья! 7 декабря на календаре. За бортом температура минус 15 градусов. И мы направляемся вот по такому снежному коридору. Из таких вот заснеженных веток. По такой вот зимней красоте. Куда мы направляемся? Да-да, друзья, мы направляемся к нашей любимой, к нашей родной, к нашей кормилице матушке Печора. И она уже совсем рядом, вот за теми кустиками. Наша команда сегодня: Роман Геннадьевич. Всем привет. Полина. Скромная Полина. Гюльчатай. Не хочет показывать личико. Ну и с вами, конечно же, я. И на нашей отремонтированной Ниве поменяли шрусы, тормозные шланги. Так, ручку на двери одну поставили, пока только одну, насколько позволили финансы. В общем, 16 800 за ремонт отдали, а вроде ничего и не сделали. Ну, Нива наша на ходу, как мы видим. И мы у себя на родине. После поездки нашей на Камчатку по приезду благополучно почти неделю уже валяемся в кровати. Приболели немножко по дороге, видать. Все-таки дальняя дорога, стресс для организма. Все такое дало о себе знать. А может быть, заразу какую-то подцепил, не знаю. Но приболели немножко, никуда не выезжали около недели. Зато вы уже просмотрели серию фильмов о поездке нашей на Камчатку. Как бы на 100% еще не окреп, но ноги уже ходят, руки двигаются. А если руки двигаются и ноги ходят, то это значит, надо двигаться. Потому что движение — это жизнь, движение — это сила. Вчера Роман уже начал, в принципе, зимнюю рыбалку. Поставил первые 3 палки. Ездил с Полиной. Нормально поставил, Ром? Нормально. Нормально поставил. Сейчас 3 пятишек вытащим. Сейчас 3 пятишки он вытащит на 3 палки. И поедем дальше, посмотрим новые места, что и как. 3 палки Ромка поставил просто так на переправе, чтобы спасти живцов. Закинули живцов в тюрьму, ну и заодно 3 палочки поставили. И сейчас мы уже почти на месте, почти на нашей переправе. И сейчас мы посмотрим. Давненько я здесь не был. Вот наша переправа через речку Печора. 2 года я пытался найти новые места. 2 года. Одно дальнее место, второе чуть ближе, возле родной деревни. Попытки поиска не увенчались успехом. Это огромная трата времени, топлива и всего такого, финансов. В общем, этот год мы... О, Влад уже здесь. Влад рыбачит, Влад ловит рыбу. Вот машина Влада. Огромное спасибо, Влад, за живцов. На первое время он нам выделил немного живчиков. Вот и наша переправа. И сейчас мы выйдем и посмотрим, что и как там. Вот, Джесси с собой взяли тоже прогуляться. Ну, здравствуй, Печора. Давненько мы здесь не были уже. Переправу заливают, а это значит, что скоро, очень скоро мы по ней будем уже ездить. Минус 15. Небольшие морозы, но сегодня по прогнозу сказали, что ожидаются 30-градусные морозы, и скоро все будет. О, вижу, на той стороне уже конкурент, куча палок, кто-то собирается выставляться, но мы поедем ниже. Мы поедем ниже, и где Ромкины палки. Вон кто-то здесь палки поставил. Но сейчас мы все увидим. Вот там Владос. Если успеем, тоже посмотрим, что он сегодня поймал. И вот наша Джесси бегает. Все-таки, что ни говори, родные места, но родные места. Как бы не было хорошо в гостях, а дома лучше. Здесь все родное. Все давным-давно знакомое. Ну что, поехали посмотрим, что поймали 3 палки Ромкины. Здесь же просто забираем морковь и все? Да. Забираем морковь и все.
Все, все, хорош гавкать, поехали. Итак, приближаемся к Роминым, к 3 палкам. Вот они, 3 палочки, в принципе. Все нормально, 7 метров. Тут не 7, тут 17. Ну как обычно ставим, так? Ну, что, делаем ставки, господа. Что попало у нас на Ромины 3 палки. Первый раз самостоятельно поставил, да? А? Да. Раньше он только со мной. Блин, ветерок поднимается. Малявки здесь? Да. Малявки здесь. Так, блин, доставай маленькое ведро, открывай крышку. Сразу высыпаем туда. Эти, наверное, палки не будем поднимать. Пусть здесь нас... Ну, посмотрим сейчас. Да? Что, 3 палки не трудно выдолбить, если что. А так, как этот... Пусть будут, что. Ну, давай, поднимай. Что, Полина, есть там рыба, нет? Как думаешь? Нету. Нету? А я говорю, есть. Маленький налимчик все равно должен быть. Такой, на полкилошку где-то. Так, малявочки наши. Так, так, так. Замотало что-то. Нет, нет, натяжки нет. Нет, есть что-то? Нет, нету. Аж сход. Называешь. Малявка живая, кто-то был, крутанул возле палки 2 раза и сход. Так что наживляем по новой, черпаем. Не влезет в ведро, наверное, да? Те дырки больше, нет? Нет. Тоже. Ну тогда воды больше надо, чтобы перевозить так. А можно будет с бутылки набирать туда, да? Пустые бутылки взял 5-литровые? Да. Тогда оставь здесь немножко мальков. Еще чуть-чуть может сыпануть, наверное. Нет, туда мальков, ведро сыпануть. Нет? Еще сыпани. Здесь же только 3 палки будут, там же больше нужно будет. Ну все, хорош. Этих оставим здесь. Хватит воды? Чуть-чуть больше еще воды. Все-таки мы перевозить будем. Крышку закрой, да так прямо. О. Ну что, как мы видим, налим был. Я так, или язь, возможно, сорвал. Не знаю. Но что-то было. Малек один сорван. Но у нас еще есть 2 палки. И мы сейчас посмотрим, что будет у нас на 2 палках. В принципе, все сделано по уму, все правильно. А, ветерок поднимается прохладно. Ну, ничего страшного. Ну все, смена подросла. Уже можно Романа запускать одного на рыбалку по налиму. Папке можно уже отправляться на пенсию, да? Не знаю, не знаю. Ладно, встречаемся на следующей палке. Так, ну что, 2 палка пошла. Полина, твои прогнозы? Полина опять говорит нету. Я скажу опять, что есть. Здесь, там был на полкило, здесь на килограмм. Давай, Роман. Ага. Сюда вытаскивай, вытаскивай. Не дергай там ничего. Попал, чувствуется. Не, натяжки нет. Полина, как всегда, права. И опять нету малька. Это язи, наверное, балуют по-любому. Обоих нету. Полина, как всегда, права. Тут крючок поменьше надо ставить, наверное. А мы крючков с собой не взяли, да? Нет. Там в машине, в сумке, да? Крючки здоровые. Получается, язь срывает их и не попадает. Но это можно, это дело исправимо. Просто на следующий раз привезу сюда крючки поменьше, и мы покажем им Кузькину мать. Ветерок-то какой противный, а?
порвет куртку. Ну вот и третья, заключительная палка на сегодня. Ну, это на Ромкином участке. Сегодня мы немножко выставим чуть-чуть больше, конечно. И сейчас посмотрим. Но нет. Натяжки не вижу. Все-таки крупные крючки. И пустые опять. Все посрывали языки, скорее всего. Опа, да. Тут надо ерши на большие крючки. Получается. Они просто посрывали мальков. Были бы здесь крючки поменьше, языки здесь бы уже сидели. Сейчас с собой не взяли мелкие крючки, но на следующий раз обязательно возьму здесь крючки поменьше, и мы поменяем крючки, и результат будет, по-любому будет. Так, ну а пока все. Сейчас забираем живцов и едем подальше. Вот туда вот пониже, там вижу, правда, полыня по центру реки. Ну, посмотрим, где-то, если получится, что-нибудь да поставить здесь. Во-первых, очень близко с переправой, много народу, так что поедем куда-нибудь подальше. Вот. Пока снега мало, передвигаемся на машине, а там уже привезем снегоход и будем ездить на урагане. Так хотелось налимчика поесть. Ну что, друзья, занимаемся приготовлением палок. Вот к такому кустарнике. Вроде ничего не предвещало беды. Рубим палки, выносим. Вон их. Здесь тьма тьмущая. Так что, кто пишет, что наносим вред природе, урон, глубоко ошибаетесь. Вот эта поросль ивняка, вот она сплошняком. Тут наоборот надо прорежать, а то не пройти, не проехать. И что вы думаете? В этом густом чепыжнике нашел вот этот чертов кусок проволоки, вот так торчит. И все, вон. Нет моим новые сапоги. Просто споткнулся об эту проволоку, навернулся и дыра, сквозная дыра вон. Новые сапоги. Разик только успел съездить на Камчатку. И на родине сразу прокол. Ну ладно, дома попробуем заклеить. В общем, самое лучшее лекарство от всех болезней — это пропотеть. Главное, потом не продуло, чтобы. Рыбалка — это не просто закинул, вытащил, а это еще огромный труд. Вот, занимаемся вот в таком вот густом лесу, река там. Это все надо еще будет выносить туда, убирать от сучков. В общем, готовимся. Еще штук 5. Для начала 20 хватит, да? Я так тоже думаю, да. Было там сколько? 15? 17 уже. Как 17? 18, 19, 20. Ну ладно. 21 палку, чтобы 7 палок на каждого, на троих. И пока хватит для начала. Так, друзья, доехать к месту рыбалку — это еще не все. Первоходцам быть очень-очень тяжело. Как мы снизу наблюдаем, посреди реки огромная полыня, где я хотел перейти. Вот там мы будем от полыни туда ближе к берегу рыбачить в скором времени, когда зальют переправу. А пока решил здесь, но вот берегом бьют ключи. И шаг за шагом проходил пешней, вот до сюда вышел. Тут вроде кто-то на буране ездил. В принципе, дальше, наверное, скорее всего, я смогу пройти. Но тут вот, друзья, было очень-очень опасно. Там я сначала не смог, потом здесь вроде бы уже шел нормально. Вот здесь вроде нормально шел. Роме говорю, ну все, прошли. Как раз. И у меня пешня просто вот так вот раз и провалилась. Где снег глубже, включаем, промыло и все. Так что потихоньку, вон, дырка за шаг за шагом будем топтать тропу. В принципе, все в сапогах, да? Главное ходить только по следам строго. Ну все, потихоньку тогда передвигаемся здесь. Я дальше пошел пробивать дорогу. За этой шугой вот здесь попробуем поставить, там успеем, да? Так что, можно сказать, вышли на основной лед. Но пока еще нет, но я так думаю, уже скоро выйдем. Я так думаю, вот здесь
проехался буран вдоль берега. Сейчас вот эту зашугованность пройдем. И на чистых местах, где чистые полянки, где ровный черный лед, будем ставить наши палки. А так вот сейчас вот потихоньку, шаг за шагом, шагать только после того, как был произведен вот такой удар пешни. Вот такой вот удар пешни. Не пробилось с одного раза, значит можно наступать. Если пробилось, то лучше искать другую дорогу, более надежную. Вот у меня получилась вот такая вот кривая. Зимой, когда снег заметает этот берег, промывает, и зимой здесь практически всегда открыто. На первый лед интересно замерзает, а потом зимой здесь все время возле берега открыто. Вытекают ручьи, бьют ключи, и возле берега открыто. Если дальше будет лед, то здесь и весной здесь уже плавают постоянно утки, как бы постоянно открыты. Ну все, пошел готовить наши лунки под палки. Рома подтянет палки. И пока не стемнело, в нашем распоряжении остался где-то 1 час. 21 палка. Это не 3 палки. Там 3. Я так думаю, сегодня 7. Завтра кровью взноса надо поймать налима, потому что 9 декабря годовщина. Это будет уже 6 лет, как не стало моей мамы. Надо сходить на могилку. И желательно, чтобы на столе был свеженький налим. Моя мать очень любила рыбу, налима в том числе. И желательно, чтобы на столе был свежий налим. Постараемся. Друзья, у нас, оказывается, уже далеко не первый лед. Как оказалось, возле берега, да, был гнилой лед. Был лед местами тонкий, протыкался с одного раза, рыхлый. То здесь, на Печоре, вон, между льдинами, между зашугованностью, на открытых местах, без глубокого снега, снегу, вот как мы видим, мало, меньше 10 сантиметров. Лед промерз уж больше 20 сантиметров. Не взял ледобура, и зря оказалось. Вон, с одного раза уже точно не пробить. А получается, вон, раз прошелся, вон, со второго раза только, вон, больше 20 сантиметров по любому леду уже. Так что, с одной стороны, это хорошо, в смысле безопасности, то, что лед хороший. С другой стороны, сейчас без снега, если ударят морозы, долбить, это, конечно, будет хорошая физзарядочка. Ну ничего, лучше долбить, чем ходить с опаской каждый раз, боясь провалиться. 30 сантиметров это вполне хороший лед. Все, большие луночки не делаем, такие вот средние. Отдолбил 3 луночки. Сейчас попью горячего чайковского. Вернее, это не чая, настойка шиповника, витаминчики. И начну потихонечку вставляться. Роман перетаскивает с Полиной палки. И потихоньку будем так идти от берега. Надеюсь, в скором времени зальют переправу. И на той стороне мы уже подъедем к той стороне на машине. Потому что снизу, как мы видим, полынья. И это очень-очень опасно. С одной стороны. С другой стороны, лед там возле полыни будет не очень толстый. И можно будет потом проверить на удочку или палки позать. Посмотрим. Главное сегодня вот здесь вот выставить эту 21 палку. Это план на сегодня. А там видно будет. Все. Приятного чаепития. Так, ну что, друзья, день зимний короткий, тем более наш декабрьский северный день. Не успели мы поставить 21 палку, потому что лед толстый, да и поднялся сильный ветер, да и стемнело. В общем, на сегодня хорош. Поставили вот 8 палок, все замерзли, ветрище на сегодня хватит. Завтра будет день, будет пища, надеемся, будет немного теплее. Ну а 8 палок здесь, 3 палки там, 11 палок, все-таки надежда будет, надежда есть. Встречаемся завтра. Всем пока. Деси, поехали домой? Домой, Деси, домой. Замерзла, малышка, замерзла. До завтра.
что, друзья, и снова здравствуйте. Всем привет. Мы снова в том же составе. Полина, Рома, я. Нету только Джесси с нами. Вчера намерзлась бедолага. Сегодня сказала, езжайте сами. Я с вами больше не поеду. Пока не сделайте мне свитерок какой-то. Мне очень холодно. Ну ладно, говорю, холодно, так холодно, оставайся дома. Ну и сегодня нас везет немножко другой совсем автомобиль. Это наша Реноха, Рено Логан. Ниву после ремонта опять завезли на ремонт. Пусть доделывают то, что не доделали. Вот. Посмотрим, что на этот раз они сделают. Хорошо, когда в запасе есть еще одна машина. Ну и пока дороги позволяют, можно прокатиться и на этой. Там, правда, есть кусочек целяка, можно проехать. Ну, я так думаю, Логан справится. Погода сегодня немного получше, чем вчера. Хоть нет ветра такого. Градусов также, наверное, 15 примерно. Точно не знаю, здесь нет термометра. Все, вот она там за спуском, наша Печора. И сегодня мы посмотрим, что у нас клюнуло на наши новые палки. Поменяем крючки на трехпроменных больших палках. Ну, в общем, увидим. Скоро будем на реке и там увидим, что даст нам сегодня матушка Печора. Сами увидим, посмотрим и вам покажем. Ну вот и приехали. Так. Сегодня вот у нас сколько рыбаков здесь. Один рыбак нам встретился уже. Раз, два, 3, 4, 5, 6 машин. Одна машина стоит на той стороне. И вон целый палаточный городок на той стороне. Ну, видать, рыба ловится. Если есть народ, значит, я уже говорил вам, если уже народ рыбачит, просто так он сидеть не будет. Значит, есть поклевки. В общем, друзья, если есть народ, значит, рыба ловится. Пойдем мы проверять свои снасти и посмотрим. Может быть, закинем и удочку, может быть, что-нибудь доклюнет. Так, ну что, пока Коми рыба катается по делам, проверяем по-быстренькому 3 палочки. Натяжки нету. Пустой крючок. О, маленький налимчик. Так, пока оставляем. Скорее всего, останется как живец. Идем к остальным 2 палочкам. Чтобы не задерживать, проверим сразу 3 палочки. Даже будем потом. Натяжечки опять нету. Пустой крючочек. Дохлая малявка. Идем к следующей. Теперь добавляем на этом месте еще 4 палочки, прорезаем, насаживаем и на следующее место папина. Так, ну что, друзья, вот и я в деле. Как вы сами видели, Роман тут без меня уже открыл сезон, поймал первого налима. Налимище.
Приехали на нижний участок, все занимаются своим делом. В принципе, сильно не замерзло, потому что вчера была метель. Замело лунки и как бы лед не такой толстый. Отдолбили первые 3 лунки. Ну и давайте посмотрим, попало что не попало. Давай, Роман. Или что, Полина, ты будешь вытаскивать? Не? Не хочешь? Ну давай, Роман, вытаскивай. А? Вытаскивай сам, я же там вытаскивал. Ну давай. Первые 3 ты вытаскиваешь, потом я буду вытаскивать. Ага. Зацеп? Ну да. Опять зацепилась. Ну эту палку надо переставлять. Мы уже 2 крючка поломали здесь. И опять зацепилась. Здесь что-то жесткое, или проволока, или... Опять зацеп, да? Жесткий. Рвать? Да ладно, потом разберемся. Оставь пока, сунь обратно. Что ты вниз головой-то банку запихнул? Так не пролезет она. Первая палка на неудачном месте. Будем переставлять. Сломали уже 2 крючка вчера. Куда-то постоянно зацепляется. Куда-нибудь пониже, наверное, поставим. Ну, опять зацеп. А? Да. Да что такое? Что за коряжник-то здесь, блин? Сеть можешь. Сейчас старая может зацепила чуть такое, нет? Да нет, не должна. И эту придется переставлять тогда тоже, блин, лунки такие здоровые, блин. Реально зацеп, да? Вообще жопу. А? Да. Значит, налим был. Запутал куда-то. Об коряги. Раньше здесь была ЛПБ, Троицко-Печорская лесоперевалбаза. И сплавляли лес. И вот это левый берег весь в бревнах, проволоках, в цепях, в тросах. Все вот такая вот срянь вот это по всему побережью. Как бы очень много хлама всякого на дне реки. Как мы видим, уже 2-я палка уже зацепилась. Будем переставлять эти 2 палки. Что, никак? Отцепилась? Отцепилась. Что-то натяжка даже вроде есть, да? Что-то есть. Что-то есть. На последнем крючке, да? Маленький налимчик. Ладно, кидай, пока с ними разберемся сейчас. Маленький налимчик. Скорее всего, мы оставим его для живца в надежде на трофейного. Мелких налимов я не вытаскиваю, не отпускаю по той причине, потому что они все равно заглотили. Если освободить их, крючка вытащить, они сдохнут. А так на крючке они еще поболтаются, поживут сколько поживут. И может взять крупный налим. Уже было это неоднократно. О, натяжка есть, вижу. Еще один такой же маленький налимчик, да? 2. Вот этот уже можно пожарить. Вон, 2 маленьких налимчика. Вот этот уже, можно сказать, не маленький, на полкилошку где-то, наверное. Ну вот, так что уха у нас уже будет. Первый съедобный налим. Нормально. Начало есть. С открытием сезона, Роман Геннадьевич. Не трофейный, но все же. Завтра вот таких бы еще хотя бы штук 5 попало, и то хорошо. Завтра у моей матери годовщина. Поедем в деревню и... Ну, писает, Ром. Тебя описал он все полностью. Так что свежий налимчик у нас на столе уже будет. Но еще не вечер. У нас вон осталось 5 палок. Проверяем, смотрим. Ну и то, что вчера не успели поставить, попытаемся поставить сегодня. Тем временем Роман пробурил 1 луночку. Сейчас Полине дадим удочку и пусть ловит хорюзов. Штук 10 поймает, и то хорошо, да, Полин? Все. Рыбалка продолжается. Вернее, начинается. Только начинается. Открываем зимний сезон
у себя на родине, на реке Печора. На Камчатке мы его уже открыли, теперь пора открывать и у себя дома, на родине. Молодцы, все, наживляем, отпускаем, все как обычно. Так, друзья, поднял Ромкину первую палку с зацепом, которая вчера обломила уже 2 крючка. В итоге опять у нас вон минус 1 крюк. Третий крючок вот сломали об зацеп куда-то. И вот такой вот небольшой налимчик. Грамм на 300, наверное. Заглотил глубоко. Вот они и путают. Так что сейчас будем менять крючки и переставлять. Попробую вот там вот чуть ниже. Метров 30 пониже поставим вот этот и этот. Два зацепные. Здесь, скорее всего, куча проволоки. Будем искать чистые места. Роман тем временем готовит оставшиеся 5 палок проверки. Полина все пытается поймать хариуса. Или кого там, язя, сига. Ну, кто клюнет, в общем. Посмотрим, чисто спортивный интерес. Палки, говорю, палатки стоят. Народ ловит рыбу. Ну, а чем мы хуже? Мы тоже будем пробовать. В общем, в нашем ломе у нас уже 2 налимчика. И впереди еще 5 палок. Неплохо. И не думал, тоже дергаю, хлоп, ломается крючок. И вон такой вот налимяка. Нормально, начало есть. Так, ну что, Полина говорит, у меня была поклевка. Что-то дернула, но не дотащила. Тащила и не дотащила, говорит. Даже сама не поняла, что это было за рыбина, но что-то, говорит, дергала. Это уже хорошо. Кивок, конечно, допотопный. Надо менять. Ладно, оставляем Полину одну. Пусть ловит сама своих харюзов. А мы с Романом пойдем проверять. Давай, Роман, 4-ю тащи уже. Я там на твоем одну маленького вытащил налима. 2 налима у тебя есть. Поровну давай. Ты 4, я 4. А потом уже будем насаживать, переставляться. Самое интересное в нашем деле это проверка. Что-то вроде натяжечка небольшая есть, да? Мелочь какая-то куда-то. Мелочь мальков сильно не выкидывай, чтобы не замерзали, если живые. Мелкий кидай пока все обратно, пусть плавает. Мелкий налим, живцовый. Оставляем на живца. Если все живое, можно обратно ставить все. А? Надо будет там большой крючок переходить. Ну, там разберемся. Как мы видим, мелкого налима на Печоре как было очень много, так и есть очень много. А крупного нет. Крупного мало. Вчера вот Влад поймал, правда, одного трофейного 5 с лишним там килограмм. Раньше его было много. Чисто мое мнение, река Печора обмелела, нет судоходства, не копают. И крупный налим просто скатился ниже по течению, более в глубокие места. Это чисто мое мнение, может быть я ошибаюсь, не знаю. Так, ну что, 4 палки Роман проверил, в принципе на жареху уже поймал. Посмотрим, повезет ли мне что-нибудь. На, Роман, держи. Снимай, там меня в принципе видно, так, отправляй. Что да как. Ну что, поехали. Крючок с собой не берем, что-то мы. У меня пусто тут. Совсем пусто. Ничего нету. Так, ладно, потом разберемся с этим делом. Пошли дальше. Так, здесь тоже натяжки нет. Странно, и малек живой. Возле берега были поклевки, а ближе к центру что-то тишина. Ладно. Ну, осталось 2 крайние палки. Ну, не знаю. Делаем ставки, господа. Поймаю я что-нибудь на реке Печора, не поймаю. А так хочется, так хочется.
Но то, что наши желания не совпадают с нашими возможностями, и осталась последняя палка. Пока все пусто, друзья. Или здесь, или нигде. Пустыми мы сегодня уже не уйдем. Ну а будет ли что-нибудь достойное, сейчас мы видим. Ну давай. Господь цукадан, ен цукадан. Меджита чешедас, уджидыжид налем. Уджидыжид нет, но ичет есть. Вот такой вот дрищ-пакет. Да. Ну, не повезло мне на этот раз. Роман меня сделал по полной. Ничего страшного. Начало есть. Продолжение будет. Проверочку закончили. Сейчас мы в этом направлении наживляем, отпускаем, переставляем. И до темноты сколько успеем. Опять же не взяли фонарика сегодня. До темноты сколько успеем, выставим оставшиеся палки, то, что вчера не успели. Сегодня мы там 4 палочки уже добавили. Там наверху 7 палок с мелкими крючками, уже более-менее такими уловистыми. Поставим здесь. Но я так думаю, завтра уже что-нибудь до улова будет. Как-то вот так. На сегодня все. Короткая проверочка закончилась. Но рыбалка еще не закончилась. Если что-нибудь поймает Полина, мы обязательно вам покажем. Ну, а пока до темноты будем заниматься делами. Всем пока. До следующей проверки.